Прежде чем представить Рамина Габлая, Беслан Джопо поблагодарил коллектив за работу, проведенную совместно с Андреем Бобо. Первый вице-премьер добавил, что новый руководитель имеет большой опыт работы в силовых структурах, деятельность которых связана с миграционной службой в том числе. Политика миграционная, которая проводится в государстве, надо проводиться на должном уровне. С вашей помощью, с вашим коллективом пройдет слаженная работа и будет продолжаться та политика, которая была в сфере миграционной. На днях откроется, естественно, граница, и мы вместе с туристами, конечно, получим на своей территории тех мигрантов, тех неграждан Абхазии или иностранцев, которые подходят по вашу структуру. То есть придется, естественно, в других режимах работать. Со словами благодарности за плодотворную совместную работу к коллективу ведомства обратился и экс-руководитель миграционной службы генерал-майор Андрей Бобо. Он пожелал бывшим коллегам дальнейших успехов. Мы, совместно проработали 8 месяцев, но за эти 8 месяцев мне было работать комфортно, удобно. Благодарю за службу, желаю вам удачи. Я как друг, товарищ всегда буду рядом. Что касается нашего Рамина Зауровича, с этим человеком мы близкие, я могу сказать, мы очень близкие, родные люди. Как говорится, в добрый путь, удачи на новом поприще. От имени коллектива слова благодарности в адрес бывшего руководителя выразил заместитель начальника миграционной службы подполковник Эдуард Гамисоня. Отмечая значимость работы ведомства, он пожелал удачи новому начальнику. Рамин Габлай в правоохранительных органах Абхазии с 1989 года. С 2010 года был первым заместителем министра внутренних дел. В завершении встречи Рамин Габлай сказал, что намерен наращивать показатели эффективности работы ведомства. Знакомство с новым руководителем прошло и в государственном информагентстве «Апснепресс». Манана Гургулия, конечно, не нуждалась в особом представлении. Она в числе тех, кто стоял у истоков создания организации. Главная идея, для чего создано агентство, создавать информационный продукт, качественный информационный продукт. И поэтому, безусловно, у Мананы Михайловны остается прежняя задача, то есть обеспечить творческий процесс бесперебойный, а у правительства задача создать максимально комфортные технические и иные условия для того, чтобы вы реализовали свой профессиональный долг. Я действительно не вхожу в одну и ту же реку. Может быть, по названию она остается той же, информационное агентство «Апснепресс», но за эти 5 лет здесь сформировался новый молодой коллектив. Работая тоже в информационной сфере, я следила за тем, как вы работаете. Мне кажется, здесь есть достаточно большой творческий потенциал, молодая сила, энергия. И я очень надеюсь на то, что нам удастся найти нормальный, человеческий, профессиональный общий язык и работать на общее дело. Манана Гургулия возглавляла Апснепресс с 2003 по 2014 годы. Она учредитель и директор информационного агентства «Абхазия Информ». Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.